Здравствуйте, уважаемые слушатели конференции. Вас приветствует директор Института повышения квалификации работников образования Кабулова Заира Ильинична. Сегодня мы будем говорить о развитии кадрового потенциала работников образования по вопросам обучения русскому языку. Всем известно, что ключевой фигурой в образовательном пространстве является учитель. Именно через учителя осуществляется реформирование образования. Следует отметить, что в Республике Южная Осетия два государственных языка. Это осетинский язык и русский язык. Преподавание школьных предметов в большей части образовательных организаций Республики Южная Осетия проводится на русском языке. Итоговая аттестация для всех обучающихся без исключения проходит тоже на русском языке, кроме предмета осетинский язык и осетинская литература. От качества освоения русского языка зависит уровень знания других предметов. Согласитесь, невозможно освоить биологию, такие предметы, как биология, история, математика, не зная при этом русский язык. С какими трудностями сталкивается учитель словесности в условиях билингвизма? Всем известно, что современные школьники мало читают на бумажных носителях. Подростки привыкли к электронным носителям, где обилие коротких текстов, или к аудиокнигам. Это в какой-то мере затрудняет освоение литературных произведений на русском языке. Все чаще используются сборники с кратким изложением текстов, сочинений, рефератов. Вместе с этим наблюдается снижение мотивации школьников к учению. Эта проблема остается актуальной до сих пор. В начальную школу дети приходят с желанием учиться. Снижение мотивации чаще всего наблюдается у детей подросткового возраста. Задача учителя состоит в том, чтобы обучить детей способам овладения русской речью, не дать угаснуть интересу к предметам. На сегодня требуют от выпускника соответствия критериям творческой, социально ориентированной личности, которая имеет способности к самопознанию, самооценке, непрерывному личностному и профессиональному совершенствованию. Для достижения всего этого необходимо выполнение следующих задач. Первое. Формирование положительной мотивации к учебно-познавательной деятельности при изучении предметов гуманитарного цикла. Формирование толерантности в учебных взаимодействиях. Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся. Создание благоприятного психологического климата в учебном коллективе. Чтобы реализовать поставленные задачи, необходимо создать условия для развития мотивации школьников на каждом уроке, в том числе и на уроках русского языка и русской литературы. С этой целью мы чаще используем разнообразные формы и методы работы на уроках. Возможности каждому ученику стать активным участником образовательного процесса, дифференцированные и индивидуальные подходы к обучению детей, приемы развития коммуникабельных навыков, умения работать в сотрудничестве с сверстниками и самостоятельно. Система повышения учебной мотивации может быть представлена на уроках разнообразными формами и методами работы на уроках. Индивидуальным подходом, созданием благоприятного психологического климата. Разнообразные формы и методы работы связаны с современными технологиями и методиками преподавания русского языка в нашем изменяющемся мире. При Институте повышения квалификации системно ведется работа с педагогами
по обучению использования современных методик, форм, видов, средств и новых технологий, в том числе и интерактивных. Регулярно при институте проводятся курсы повышения квалификации работников образования. И при этом иногда эти курсы проводятся по заявке определенных школ. То есть если школа чувствует, что пришла пора определенным педагогам пройти курсы повышения, они подают заявку, и мы обязательно организовываем эти курсы. Но надо отметить, что молодых учителей, словесников мы ежегодно отправляем, командируем в Российскую Федерацию для прохождения курсов, очных курсов повышения квалификации. Помимо этого, для молодых педагогов у нас есть постоянно действующий семинар. Еженедельно для них проводится определенная работа, организовываются семинары, и мы знакомим их со всеми инновациями, которые только появились в области образования. Перед прохождением аттестации мы собираем учителей, которые собираются аттестовываться, с ними ведется определенная работа, чтобы они успешно прошли аттестацию. Работа в методобъединениях – это особая сторона нашей работы. Каждый методист-словесник обязательно знает всех своих предметников, связывается с ними регулярно, контролирует их работу. С этой целью по окончании определенного периода собираются все преподаватели русского языка и литературы, и они обобщают, распространяют свой опыт работы. При университете Южной Осетии, это у нас Юго-Осетинский государственный университет, издается журнал «Русское слово». Каждый выход нового номера ознаменуется презентацией. Собираются ведущие преподаватели русского языка и литературы, и, соответственно, во время презентации делятся своим и опытом, и методическими разработками. И хотя этот журнал выпускается при университете, там есть раздел, где обязательно печатаются статьи учителей, методические разработки, какие-то рекомендации. И поэтому все учителя, словесники, преподаватели русского языка и литературы являются членами Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом которого тоже является профессор Юго-Осетинского государственного университета Тыдеева Залина Константиновна. Кстати, институт Коми АССР тоже подписали с ними соглашение, они вам знакомы. Помимо этого, в городе у нас открыты 2 центра, 2 кабинета «Русский мир». И когда бывают мероприятия, мы обязательно приглашаем туда представителей российского посольства в Южной Осетии, а также Россотрудничества, которые принимают активное участие в жизни этих кабинетов «Русский мир». Ежегодно очень широко у нас отмечается День русского языка. Это 6 июня, как вам известно, день рождения Пушкина Александра Сергеевича. И там бывает очень много приглашенных и корреспондентов из России, и любителей русского слова. Все преподаватели, словесники русского языка, конечно, бывают там и представляют определенные номера для проведения мероприятия. Это бывают и цитирование каких-нибудь высказываний великих людей, это и декламация, чтение, выразительное стихотворений, это исполнение русских народных песен, современных песен, а также оперные номера, постановки, сценки и так далее. Надо отметить, к этому мероприятию мы готовимся целый год, и согласно сценарию каждая школа знает, какую лепту внесет в это мероприятие. Активное участие принимают учителя в конкурсах, форумах, конференциях. Чаще всего они организуются Министерством образования Южной Осетии, и при поддержке нашего института повышения квалификации, соответственно, очень интересно проходят.
Институт занимается еще и диагностикой по выявлению затруднений педагогической деятельностью. То есть после семинаров, после проведения каких-то открытых уроков на республиканском уровне мы уже приглашаем к себе тех педагогов, которые, соответственно, должны как-то откорректировать свое проведение учебных занятий. Я так мягко выражусь, откорректировать. На самом деле с ней проходит очень хорошая такая работа плодотворная. Кроме этого, у нас организуются предметные недели в год 2 раза по русскому языку и по русской литературе. Что входит в рамки этих предметных недель? Обязательно педагоги, ведущие педагоги проводят открытые уроки, на которые приглашаются остальные учителя. Проводятся мероприятия, проводятся какие-то еще, помимо мероприятий, маленькие конкурсы, маленькие викторины между школами. То есть мы собираем тоже желающих учеников и выявляем, допустим, учащиеся какой школы больше всего владеют и грамотностью, и развитие речи поставлено на хорошем уровне. Помимо этого мы смотрим знание фразеологизмов, широких слоев лексики и так далее, и так далее. То есть спектр работы очень широкий по знанию русского языка и литературы. И у нас в институте очень хорошо поставлена работа по повышению квалификации работников образования, особенно предметников, словесности, преподавателей русского языка и русской литературы. Спасибо за внимание.